В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Участники проекта «Глобальный бизнес-2020» презентовали свои проекты. Между Якутском и Алекминском будут курсировать скоростные суда на подводных крыльях «Валдай-45». Дизайнер из Якутии Марфа Федорова представила новую коллекцию на неделе моды в Москве. – 86 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в республике за минувшие сутки. В Якутске 55 заболевших, в Мегино-Кангаласском районе 10, в Алданском 4, по 3 в Намском и Татинском районах. В Вилюйском, Усть-Алданском и Хангаласском районах по 2 инфицированных и по 1 в Алайховском, Мирнинском, Нерюнгринском, Сунтарском и Чурапчинском районах. За сутки лабораториями республики проведено 1797 исследований. Всего в республику поступило 114 412 доз вакцин против коронавирусной инфекции. Использовано 92% от поступившей в республику вакцины. 70% заболевания COVID-19 регистрируется в городе Якутске. Также наблюдается рост числа заболевших среди молодежи и лиц старшего возраста. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев накануне на совещании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории республики. Он отметил, что необходимо усилить контроль за деятельностью предприятий общественного транспорта, общественного питания, розничной и оптовой торговли, проводить проверку соблюдения масочного режима, социального дистанцирования, термометрии и дезинфекции во всех организациях, в первую очередь в городе Якутске. На сегодня в реанимации находятся 28 пациентов, из них 6 человек в крайне тяжелом состоянии. Председатель правительства Андрей Тарасенко сообщил, что усиленный контроль за прибытием людей и проверка документов по вакцинированию. Введен запрет на выход из вахтовых поселков. Продолжается контроль по месту жительства и на предприятиях за приезжающими из зарубежных стран. Прибывшие обязаны сдать ПЦР-тест и разместить результаты на портале госуслуг. Несмотря на предстоящие майские праздники, пункты вакцинации будут работать и медицинскими организациями будет вестись прием пациентов. На следующей неделе в республику должна поступить очередная партия вакцин. Перед началом длинных выходных вакцину доставят в районы. К другим темам. Новые скоростные суда «Валдай-45» будут курсировать между столицей республики и Алекминским районом. Крейсерская скорость современного судна на подводных крыльях 65 километров. Оно оснащено кондиционерами и телевизорами. Его вместимость составляет до 45 человек. Их приобрели для того, чтобы жители Алекминского района не почувствовали трудностей с транспортом во время реконструкции аэропорта. Помимо судов «Валдай-45» летом будут ходить еще 2 судна «Восход». Также в период межсезонья этого года планируется дополнительно ввести в эксплуатацию 3 единицы новых судов на воздушной подушке «Нептун-23» с пассажировместимостью 20 человек на переправе Якутск-Нижний Бестях. Участники проекта «Глобальный бизнес-2020», лидеры несырьевых отраслей региона, официально презентовали свои проекты главе региона Айсену Николаеву, а также министерствам и ведомствам республики. Напомним, проект реализован в целях исполнения плана мероприятий по реализации концепции развития креативной экономики, утвержденного распоряжением правительства республики. Целью программы является масштабирование деятельности якутских госкомпаний и усиление их рыночных позиций путем ориентации на внешние рынки и повышения их креативной интенсивности. У нас завершающее мероприятие, одного из мероприятий этой концепции, по реализации этой концепции. Проект называется «Глобальный бизнес». Это образовательный проект, где принимали участие 36 человек, сотрудники наших 13 крупных компаний Якутии, в том числе и авиакомпании Якутии, Алмаз-Эргенбанка, хлебокомбината, Сахабулта, Агики, Технического центра телевидения и радиовещания. В течение полугода наши команды разрабатывали маркетинговые стратегии для 6 заказчиков. Все участники были разделены на 6 команд. И вот сегодня как раз у них проходит официальная защита. В нашем регионе с начала года наблюдается рост цен на куриное яйцо. Что на это повлияло, расскажет Дмитрий Тымыров. Рост цен на яйца в России в начале этого месяца ускорились по сравнению с предыдущим месяцем. Так, цены в среднем по стране увеличились на 2,3%.
Рост цен зафиксирован во всех субъектах Дальневосточного федерального округа, а в наибольшей степени цены повысились в Амурской области на 14% и менее всего повысились в Камчатском крае на 0,2%. В определенной мере на цены повлияло повышение стоимости кормов, что связано как с изменением курса валюты и удорожанием импортных компонентов, так и с резким увеличением цены зерна в сентябре-октябре прошлого года. Мы, как отраслевики, это объясняем тем, что у нас подорожали ресурсы, используемые в производстве. Это сырье и компоненты для производства кормов, также все материальные ресурсы, которые мы используем в производстве. Вместе с тем повышение цен на яйца наблюдают и сами жители региона. Наблюдаем, повышение цен есть. На яйца, на 10-15 рублей точно. Конечно, подорожало немножко. Цены растут безбожно. По словам руководителя якутской птицефабрики, повышение цен на их продукцию незначительное, что сильно не бьет по кошельку потребителя. Сегодня наоборот, цены на привозные яйца выросли в разы по сравнению с местными. 98 это за десяток, соответственно, 9 рублей 80 сейчас стоит отборное яйцо. Раньше стоило 9 рублей 40 копеек, то есть оно подорожало на 40 копеек. К нам в республику везут яйца в основном столовые первой категории. Это яйца, по которым срок хранения при соблюдении всех условий хранения температурного режима, оно может доходить до 90 дней. Мы проводим также мониторинг, и мы видим, что завозное яйцо столовая первой категории стоит в магазинах 12 рублей. Да и в отличие от привозных яиц, яйца местных производителей свежее. То, что мы реализуем, это свежее. Не зря наш слоган – это «свежее каждый день». Потому что то, что курица снесла, практически день в день или на следующий день попадает на прилавок. И сегодня в преддверии Дня Великой Пасхи самым главным атрибутом праздничного стола, конечно же, становятся яйца. Поэтому республиканские птицефабрики в эти дни работают в особо усиленном режиме, чтобы на прилавках якутских магазинов были свежие куриные яйца. Поставка яиц у нас идет постоянно, то есть менеджера заказывают. На Пасху мы готовы полностью, объем яиц тоже отработан полностью. Есть различные у нас виды яиц. Приходят, то есть новосибирские яйца первой и отборной категории. Наша местная птицефабрика есть тоже. Перепелиные есть новосибирские. То есть у нас полностью ассортимент готов к Пасхе. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Екатерина Аммосова, Виктория Федорова, Татьяна Филиппова, Якутск. Синоптики прогнозируют усиление ветра в 6 районах республики завтра, 26 апреля. Так, в Оленёкском и Мирнинском районах ожидается усиление северо-западного ветра в порывах до 15-20 метров в секунду. Также днем в Ленском, Сунтарском, Нюрбинском и Верхневилюйском районах порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Из-за перепадов температуры растаявший снег превратился в лед. Заледеневшие тротуары послужили причиной множества травм. За этот месяц в травмпункт Якутска обратились более 800 человек. Подробности в следующем сюжете. Прошлой весной в связи с введенными из-за пандемии ограничениями большая часть населения сидела дома. Специалисты отмечают, что в этот период было заметное снижение получения травм. В этом же году в городскую травматологию уже обратились более 800 человек. Если это уличные, то чаще всего это травмы лодыжек, дистального конца лучевой кости. Также это бывают иногда ушибы плечевого сустава, коленного сустава, чем, собственно, опираются, когда падают в гололед. Фарида Рашитовна подскользнулась и упала еще в конце марта. Сначала не придала этому особого значения, но на следующее утро уже не смогла самостоятельно подняться с кровати. В основном, я считаю, где народа много, где проезжие части, надо жилищные создавать, чтобы народу удобно было там, или лед, или песок, коммунальные услуги должны маленько контролировать это. Никто же не гарантирован, что не может сказать, я не упаду, правильно? Не ожидала, что столкнется с этим и Екатерина. Она подскользнулась на льду, который скрывался под тонким слоем снега. И я подскользнулась, там припорошила просто снежком, а под ним была наледь. Я не видела этого. Подскользнулась, все упало. И причем, знаете, я думала, что меня это в жизни никогда не коснется. Потому что я получила такой страшный перелом, причем мне делали операцию. Для меня это вообще шок был. Врачи призывают людей быть в этот период аккуратнее. Часто травм можно избежать, если потратить немного времени и обойти опасный участок.
Очень часто травмы бывают только из-за того, что торопятся. То есть торопятся быстрее выйти куда-то, добежать до автобуса уходящего. И все эти травмы получаются вот по таким причинам. Значит, нужно просто либо заранее немного планировать свой выход, либо все-таки, если уж опаздываешь, то хотя бы старайся не торопиться, чтобы не было падения. По словам специалистов, чтобы снизить риск серьезных переломов или осложнений, важна общая физическая подготовка. Также большую роль играет питание и здоровый сон. Юрий Осипов, Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, Якутск. В Москве завершилась традиционная неделя моды. В прошлом году фестиваль проходил в онлайн-формате. В этот раз организаторы вернулись к привычным мероприятиям со зрителями. На неделю моды в столицу приехали сразу несколько якутских дизайнеров. На показе Марфы Федоровой побывал Максим Кардозу. 2021 год действительно год новшеств. И впервые неделя моды в Москве проходит здесь, в музее столицы. Вы смотрите на главный подиум. Буквально через считанные минуты здесь будут собираться гости для того, чтобы посмотреть на показ якутского дизайнера Марфы Федоровой. Марфа представила 20 уникальных образов. Ее героиня – это современная девушка, которая хочет и умеет быть модной в любой компании. Так как я живу под горой, гуляя много в лесу, я вот решила все вот проанализировать, и чтобы это было удобно, комфортно и стильно, и красиво и в лесу, и в городе. Такие удобные там некоторые вещи с подкладами тренчи, некоторые такие непромокаемые вещи. Пыталась создать такое универсальное между фэшн, чтобы девушка и в лесу была красивой. Марфа участвует в Московской неделе моды не впервые, и каждый раз она выводит на подиум якутских девушек. Акулина Санникова не модель, работает в фонде социального страхования, и для нее участие в модном показе – это настоящее приключение. Ну, у меня еще в прошлом году осенью, получается, приглашала Марфа поучаствовать на этой неделе моды. Я просто не смогла по работе, и на этот раз решила, когда она предложила, решила не упускать такого шанса. Потому что в моем возрасте я как бы возрастная модель. Я как бы была наготове, уже быстро написала заявление на отпуск и сразу приехала. Поддержать Марфу пришли якутяне, живущие в Москве. Мне очень понравилась верхняя одежда, то есть тренчи, куртки очень классные, очень красивый крой, очень такой интересный. Также понравилась летняя коллекция, получается, платья красивые, оттенки очень такие весенние, свежие, очень классно. Среди зрителей на показе была и известная российская певица Екатерина Айова. Она давний поклонник творчества Марфы Федоровой и с удовольствием носит ее наряды. Я люблю Марфу, я сейчас в ее наряде. Марфа всегда попадает в точку. Я в них езжу куда-нибудь на какие-нибудь, не знаю, показы. Например, в ее костюме я ездила в Англию на один показ классный. Мне все делали комплименты, что это за брюки, из какого-то материала. Они просто... Но у нее какие-то такие сочетания очень классные. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Якутская драма «Пугало» Дмитрия Давыдова представлена в номинации «Лучший фильм» премии «Ника». Уже сегодня по якутскому времени в 00 часов состоится торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии. В этот раз жюри будет оценивать работу деятелей киноиндустрии сразу за 2 года 2019 и 2020. Также Дмитрий Давыдов претендует на «Нику» в категории «Лучшая режиссерская работа» вместе с Андреем Кончаловским и Андреем Зайцевым. А якутская актриса Чискай Рай номинирована на лучшую женскую роль вместе с Юлией Высоцкой, Чулпан Хаматовой и Натальей Павленковой. Помимо якутского фильма на премию номинированы российские экранизации «Дорогие товарищи» и «Блокадный дневник». Драма «Китобой» и биографическая драма «Доктор Лиза». На этом у меня все. Оставайтесь с нами, берегите себя, носите маски и соблюдайте социальную дистанцию.